А людям, пострадавших от стихии в Таджикистане, вообще хоть чем-то помогут или проигнорируют? Подписывайтесь на обновления и будете в курсе всего самого интересного и важного. Премьер-министр Таджикистана Кахир Расулзада посетил 20 февраля город Харок, где в результате схода лавин на прошлой неделе погибло 16 человек, сообщает пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям Республики Таджикистан Умеда Юсуфи. По ее словам, в Хароге также находится секретарь Совета безопасности страны Насрулло Махмудзада, глава КЧС Рустам Назарзада, министр промышленности Шерали Кабир, руководство Минздрава и Минтранса. По ее словам, члены правительственной делегации были ознакомлены с ходом работ по ликвидации последствий стихии в административном центре ГБАО. Они также навестили в больнице получивших увечья граждан. После ознакомления с восстановительными работами премьер-министр поручил ответственным лицам в кратчайшие сроки завершить намеченные строительные работы для оставшихся без крова. Делегация встретилась с населением, и всем пострадавшим была передана помощь от имени президента, отметила она, но не сообщила, какая именно помощь и в каком объеме. С первого дня стихийных бедствий на местах круглосуточно работает Республиканский оперативный штаб по ликвидации последствий стихийных бедствий на территории ГБАО, подчеркнула Юсуфи. Напомним, в Хароге в результате схода лавин погибли 16 человек, еще двое оказались погребенными под снегом в Ванже, а один погиб на дороге Душанбе-Варзоп. По данным синоптикам, до 21 февраля на территории страны сохранится нестабильная погода, сильные осадки, дождь или снег продолжатся. В горных районах республиканского подчинения и на западе ГБАО, на автодорогах Душанбе-Чанак, Душанбе-Рашт, Нурабад, Сангвор, Душанбе-Харок, Харок-Джиланди, Харок-Рошткала, Дарвас-Харок и Харок-Ишкашим. Прогнозируется сход множества лавин. Как вы относитесь ко всей этой ситуации и, как вы думаете, быстро ли построят гражданам дома? Ведь тем, кто пострадал на границе от обстрелов при столкновении с нашими соседями, до сих пор строят дома, а некоторые перестали строить, и люди за свои деньги пытаются обустроиться. Как вы думаете, быстро ли все это произойдет и какая помощь и в каком объеме была поставлена гражданам? Возможно, вы знаете. А в это время Таджикистан еще и отправит гуманитарную помощь Сирии. В пострадавшую от землетрясения страну будет направлено 55 тонн гуманитарной помощи в виде риса, муки, сахара, питьевой воды, а также макарон, растительного масла и других продуктов первой необходимости. Помощь также включает в себя теплую одежду, защитные маски, антисептические средства, сообщает КЧС Республики Таджикистан. По последним данным, около 6 тысяч погибших зарегистрировано в Сирии от землетрясения, произошедшего на границе с Турцией 15 февраля. Однако, как отмечает BBC, там число жертв не менялось уже несколько дней, и это может свидетельствовать о том, что истинные масштабы трагедии неизвестны. В Турции, по последним данным, в результате стихийного бедствия, коснувшегося 10 турецких провинций, погибло 41 156 человек. Спасатели КЧС Таджикистана продолжают оказывать помощь турецкому народу в разборе завалов и поиске людей, пострадавших в результате сильнейшего землетрясения. Так, по данным КЧС, 19 февраля таджикскими спасателями в ходе проведенных поисково-спасательных мероприятий на территории провинции Хатай из-под завалом были обнаружены и извлечены тела 6 погибших. Как вы относитесь ко всему тому, что происходит, и к тому, как наше государство справляется с поставленными задачами и проблемами? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.